Международной категории. Ну что ж, дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире находимся в Центре спортивной подготовки «Триумф», где у нас идет вечерняя программа 4-го соревновательного дня чемпионата России по боксу среди мужчин. Для вас у микрофона работаем мы, я Власий Сергеев, и тренер юношеской и юниорской сборной республики по боксу Василий Лисица. Я приветствую всех. Ну что ж, а нас сегодня ждет соревнование в двух весовых категориях до 64 и до 75 килограммов. Мы начнем с ринга Б, где уже на ринге находится в красном углу Глеб Бакши, представитель Севастополя, и он будет боксировать с Тимуром Кирефовым из Кабардино-Балкарии. Очень интересная пара. Да, Глеб один из лидеров нашей сборной, один из 8 человек, которых у нас развели. Он является призером прошлогоднего чемпионата России, который проходил в городе Грозном. Также он у нас является победителем матчевой встречи Россия против Кубы, которая прошла в середине сентября в городе Волгоград. И победителем международного турнира памяти Феликса Штамма, который проходил в Варшаве. Итак, начинается первый раунд. Весовая категория до 75 килограмм. Отличное противостояние. Сегодня таких будет немало. Напомним, что боксеры сегодня, в вечерней программе оспаривают путевки в четвертьфинал Да, чемпионата. В четвертьфинал и попадание в резервный состав сборной уже. То есть определится восьмерка сильнейших. На кону стоит очень многое, и мы более чем уверены, что этим вечером мы станем свидетелями действительно напряженных и очень интересных поединков. Ну, что мы можем сказать по этим боксерам? Ну вот предыдущие бои Глеб провел в отличной такой манере, постоянно передвигаясь на ногах, не давая бить по себе. Очень хорошая передняя рука у него, он работает в двух стойках, и мы видим, он иногда работает в левше, иногда в правше. Для его соперников это, конечно же, создает определенные неудобства. Ну, он прекрасно и атакует, и защищается в любой из стоек, то есть очень такой универсальный боксер. Но уже два боя он такой провел в игровой манере, передвигаясь на ногах очень активно, не пропуская сильных ударов. И вот сейчас третий бой, я вижу, что он пошел вперед, завладел инициативой, так выражаясь в боксерской терминологии, не бегает, то есть он занял центр ринга и такой принимает силовой бокс. И, можно сказать, даже не принимает, а пытается навязать его. Очень быстрая передняя рука. Мы видим, Кирефов тоже не против, да? Я думаю, что как раз-таки Тимуру такой бокс ближе, потому что в предыдущем бою он именно в такой же манере и одолел своего оппонента. Навязывает такой очень жесткий, тотальный бокс с жесткими ударами. То есть каждый его удар это реальная угроза для соперника. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Но мы видим, что в концовке Глеб несколько раз так хорошенько зацепил навстречу. В красном углу продолжение боя. Ну и послушаем, о чем говорят секунданты. Так, стук был. Стук был, я же пришел. Боксом занимается мастер спорта международного класса. Он является призером чемпионата России 2016 в городе Грозном. Тренируется под руководством. Давайте посмотрим лучшие моменты первого раунда. Вот здесь несколько раз мы увидели, как Глеб результативно контратаковал.
Секунданты за ринг. Ринг Б. Итак, второй раунд, дорогие друзья. Глеб Бакши и Тимур Кирефов. Идет борьба за центр ринга. Такая позиционная. Попытается раскачать Глеб своего соперника. Он не делает шаг назад, как я уже говорил, в предыдущих боях он уходил хорошо на ногах и тут же цеплялся к сопернику. Здесь я вижу, что он старается не уходить с центра и принимает вот этот силовой бокс. Принимает силовой бокс. Возможно, хочет показать, что он может отработать в различной манере. Не прочь оказать сопротивление как раз-таки вблизи, в ближней и средней дистанции. Уже несколько ударов Глеб нанес по корпусу. Отличная атака проходит у Тимура. Еще одна. Ну, Тимур довольно крепкий боец, и я уже наблюдаю за ним не один год. Все его бои в основном проходят в такой жесткой силовой манере с акцентированными ударами, когда старается перебить своего соперника. То есть практически он не защищается, работая на ногах. Хороший блок. И в основном он работает в атакующей манере. Ну что, в принципе, сегодня, да, в данном поединке он показывает. Вообще разговаривал сегодня с ребятами из сборной команды, но и с ребятами, которые приехали к нам в начале октября, то есть 3-4 числа. И многие вот сегодня из них, признаются, что сегодня первая ночь у них была, когда они нормально могли выспаться. Там они проснулись там ночью и не засыпали с утра. То есть они все примерно акклиматизировались, прошли хорошую адаптацию и сейчас чувствуют себя довольно хорошо. Глеб, кстати, один из тех, кто приехал в начале октября в Якутск. Поэтому каких-то проблем, там функциональной ямы и что-то еще быть не должно. Отлично он уходит от бокового удара. Заканчивается второй раунд. Ринг Б. В синем углу Ну и продолжение боя по находится Тимур. итогам этих двух раундов, Василий, можете ли дать кому-либо предпочтение? Ну, мне кажется, чуть точнее, пока все-таки боксер из красного угла, представитель города Севастополь, Глеб Бакши. Но это мое мнение, опять же, просто, как я уже говорил, есть 3 критерия, по которым бой оценивают судьи. Первое — это точные попадания, дошедшие до цели и Имеет 35 международных наносящий урон сопернику. Второе — это технико-тактическая подготовка. И третье — это активность. Мне кажется, если первые 2 показателя были достаточно ровными, то активности в этом раунде у Глеба точно было чуть больше. Как мы видим, он очень эффективно защищается и контратакует. На нескольких замедленных повторах это отчетливо видно. Но опять же думаю, что многое решит 3-й раунд. И если кто-то из судей сомневался еще, то как раз сейчас должен будет определиться с тем, кому отдать победу. Но Глеб больше наносит ударов. Бой ведет он активнее. Отлично перекрывается, не дает бить по себе.
Мне кажется, вообще Глеб, он такой чуть чувствительный, да, чуть более чувствительный, и может быть где-то даже чуть быстрее, чем его соперник Кирефов Тимур. Но видно, что он сбивает его атаки, то есть каждый раз, когда Тимур только собирается провести какую-то жесткую атаку, Глеб сбивает ее своей передней рукой. И, конечно же, это довольно эффективно, да, то есть Тимур не может подстроиться под него, не может удобно встать, чтобы провести и подготовить свою, такую реальную хорошую акцентированную атаку с акцентированным ударом. Как мы видим, он подлавливает его несколько раз на переднюю руку. В принципе, действует он так довольно расслабленно. Силы в этих ударах нет, но каждый раз он сбивает начало атаки Тимура, и это приносит свои плоды. Вот еще один удар, Корпусом и работает, еще да, удар, здорово. да. Плюс к этому чуть больше 40 секунд остается боксировать в этом поединке. Ну и в концовке боя, конечно же, важно, да, обозначить свою активность. Да, то есть каждый раз концовка раунда спортсмен хочет продемонстрировать, да, свое преимущество и, возможно, да, так скажем, произвести впечатление на судей, потому что в конце раунда как раз-таки судьи и принимают решение, кто же все-таки выиграл этот раунд. И провести убедительную концовку — это возможность произвести, повлиять на мнение судьи. Закончился третий раунд, очень плотным он выдался. Вот, я вижу, что Глеб вроде бы сам недоволен своим боем, как-то так странно вот так покачал головой. Но мне показалось, что да, вот в концовке Глеб как раз таки то, о чем мы говорили, да, по крайней мере в концовке Глеб был точнее. Ну что ж, сейчас мы узнаем, кто же стал победителем. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Глеб Бакши. Да, несмотря на то, что, да, сам Город Глеб Севастополь. вроде бы был недоволен, но видим то, что судьи оценили его действия намного выше, не намного, а в принципе выше, чем Ринг Б. его соперника. Глеб Бакши. Второго боя. Глеб Бакши Международной одержал категории такую очень трудную Руслан победу. В ровном поединке, Кармазов. Да, очень Город сложном Севастополь. поединке. Ну а следующий на ринг Город выходит Ставрополь. Обутов Роман, представляющий Республику Саха-Якутия, против Казиева Тамерлана из Саратовской области. Представляем боксеров. В красном углу Роман Абутов, Республика Саха-Якутия, город Иркутск. И вот мы слышим, как трибуны приветствуют Романа. Вот он на ваших телеэкранах. Роман Абутов, Республика Саха-Якутия. Его соперник Тамерлан Казиев, представитель Саратовской области. Тамерлану 21 год. 21 год. В прошлом году на чемпионате России в Грозном он в первом бою одержал победу, но во втором бою Тамерлан проиграл. Это его вторая попытка, второе участие на чемпионате России. Для Романа это первый чемпионат России. В первом бою он одержал очень такую хорошую победу в очень конкурентном бое. Ну и пожелаем ему удачи. А сейчас начинается у нас бой. И первый раунд, я смотрю, Роман так хорошо занял центр ринга. Раскачивает его. Вообще Роман довольно собранный боксер. Лишних действий он обычно не делает. То есть он всегда расслабленный и довольно уверенно выходит на бой. Какой-то нервозности в его действиях не прослеживается. Вот он очень спокоен.
атакует по корпусу. Ну, тут мы видим, да, что Казиев будет повыше, и означает ли это то, что будет, да, вот опять-таки противостояние, да, Ну, классическое? да, скорее всего, что мы не только по росту, да, можно определить, но он такой очень подвижный боксер, двигается на ногах. Я думаю, что он все-таки будет такой работать вторым номером и стараться ловить Романа на контратаках. Опять же, то, что происходит в ринге, конечно, где-то он будет стараться и перехватывать атаку, но в целом его дистанция, она чуть больше, чем дистанция Романа, поэтому ему нужно быть чуть дальше от Романа. Как только Роман будет проходить его переднюю руку, он будет оказываться на ударной дистанции, в то время как для Тамерлана это будет неудобная дистанция, поэтому он будет стремиться сохранить эту дистанцию между ними и не подпускать Романа к себе. Ну и, соответственно, Роман будет Да, пытаться приблизиться. Вот мы видим отличное попадание. Просто дело в том, что дистанцию определяет размах рук. И понятно, что более высокие спортсмены обладают более большим размахом рук, и, соответственно, им нужно держаться от своего соперника чуть дальше. Да? Вот хороший удар по корпусу. Я так понимаю, что секунданты Романа, тренеры нашей команды, уже дали такую установку Роману. Начинать обязательно атаки по корпусу. Не лететь с первым ударом на голову. Вот, к сожалению, здесь такой пропускает на сайдстепе удар. Остается 10 секунд до конца раунда. Ну, первый раунд, мне кажется, все-таки небольшое преимущество на стороне Романа, как по точным попаданиям, так и по активности. Инициатива в его руках. Центр ринга у него. В принципе, установку он выполняет правильно, сталкивает соперника по канатам. Вот я слышу, Артур Никентьевич просит. Бить по животу, конечно. Соперник чуть выше, и этим нужно пользоваться. Тем более эти удары проходят у нас. Из живота уже переводить на голову. Несколько жестких ударов, и каждое движение соперник на рефлексах будет опускать руки, чтобы защитить свой корпус от удара. Тем самым будет возможность донести свой жесткий удар до головы. Да, и как вы говорили, да, Василий, ранее в предыдущие соревновательные дни путь К голове. да, через корпус, через живот. Конечно. Вот Роман. Сопернику ничего не остается, как Клинч, да? да, войти в клинч, чтобы избежать атаки. Прямой доходит до головы Романа. Вот хорошо он попадает в корпус. Я думаю, ближе к концу второго раунда это будет уже иметь эффект, да, то есть в любом случае каждый удар в корпус отлично попадает в голову. В любом случае каждый удар по корпусу, он очень сильно подсаживает вашего соперника, да, то есть функционально, то есть лишает его подвижности. Вот здесь отличные защитные действия на нырке. Передний на переднюю. Мне кажется, Роману чуть-чуть не хватает такой
пока работы, да. А здесь опять он отлично демонстрирует свои защитные действия. Меньше минуты остается боксировать. Отлично сталкивает его. Мне кажется, нужно Роману все-таки дергать, провоцировать соперника на выпады на себя, да. И вот здесь не отпускать, продолжать работать. Хотя даже давление сверху, оно все-таки отнимает у соперника очень много энергии. И вот здесь нужно ловить на вот этот выпад его. Да, во втором раунде очень здорово, да, вот Козел, Джеб. да, у него вот передняя здорово работает. И вот здесь, мне кажется, можно поработать Роману вблизи. Это как раз его дистанция, еще удары, корпус, голова. И вот не выпускать его из угла, обрезать углы. Отлично провалил в концовке. Ну и послушаем секундантов. Тамерлан Казиев, Саратовская область. Город Саратов. Кинул, кругнул. Он тебя видишь, он только тебя ждет, налево, хочет левый, твой телефон. Не успеет. Первый тренер, заслуженный тренер России. Показывает лучшие фрагменты второго раунда. Результаты за ринг. Несколько раз получилось у Тамерлана так красиво уйти. Подвижный, да, очень. Да, вот здесь отличный удар с левой руки доходит, с правой доходит. Отлично, И вот, отличное отлично. попадание. Несколько раз попал Не еще. нужно отпускать. Вот здесь не останавливаться и продолжать работать. Все-таки один удар, это мало. И начинать не с сильных ударов, а, так скажем, возможно, с более легких подходить и уже дорабатывать вблизи. Потому что рассчитывать на один удар тяжело. Отличное попадание на выходе. Мне кажется, вот в этих моментах, когда Тамерлан бросается с передней рукой, его можно ловить, еще сокращать дистанцию. Вот то, что нужно Роману. Я слышу, публика гонит Романа вперед, но Роману не стоит так вот бросаться необдуманно, потому что можно нарваться на встречный удар. Но и выжидать сильно не нужно. Роман отлично Достал достает, все-таки, да, правая. достает. Правый прямой. Оба боксера работают у нас в стойке левши. Но остается совсем немного, мне кажется, Роману. Вот отличный удар. Мне кажется, нужно быть чуть активней и выбрасывать чуть больше ударов. И здесь доработать.
Последние 10 секунд. Еще попадает Роман. Бой закончен. Ну и в скором времени мы узнаем, как оценили этот поединок судьи. Мы слышим, трибуны скандируют «красный, красный». Конечно же, все поддерживают Романа. Посмотрим. В этом бою победу одержал боксер красного угла Роман Абутов. Республика Саха. Да, Роман Абутов. Отлично, мы поздравляем Романа. Он выходит в четвертьфинал. Где встретится с Глебом Бакши, Ринг Б. чей поединок мы видели ранее. Ну что ж, тоже интересная пара, да, у нас получается в четвертьфинале. Но во всяком случае, Роман, да, молодец. Город Санкт-Петербург. Ну и видим, как боксеры действовали в заключительном третьем раунде. В красном углу Владис Севастьянов, город Москва. Здорово. Еще раз отметим то, что Роман Абутов таким образом вышел в четвертьфинал, где он сразится с Глебом Бакши из Севастополя. Вот хороший удар проходит. Боковой на скачке. Так, ну а мы перейдем на ринг А, весовая категория до 64 килограмм. И посмотрим бой Лизуненко Григория, представляющего Хмао Югра, и Узляна Авака, представляющего Московскую область. Авак Узлян в предыдущем бою одержал победу над представителем нашей команды Петей Васильевым. Ну и сегодня у него довольно серьезный соперник. Лизуненко Григорий является призером чемпионата России, а также мастером спорта международного класса. Ну а на ваших телеэкранах его соперник, ну, то есть Авак Узлян и Григорий Лизуненко. Да. Оба спортсмена мастера спорта международного класса. На прошлом чемпионате России Григорий Лизуненко вошел в число призеров в городе Грозный. Начинается первый раунд. Оба довольно-таки опытные спортсмены, опытные боксеры, за плечами у которых бои на самых крупных соревнованиях. Активно боксеры начали этот поединок. Атаки идут с обеих сторон. Вообще Григорий активно работает корпусом. Его стиль идти вперед, сталкивать соперника канатом и там уже наносить акцентированные удары. Он старается лишить более подвижного боксера Авака Узляна пространства. Чем-то его манера может напомнить работу Майка Тайсона, да, то есть он идет, постоянно качается из стороны в сторону, заходит на свою дистанцию на нырке и выбрасывает вот такие короткие удары снизу и сбоку в основном.
Ну и как мы видим, да, ему удается прижать своего соперника канатом и пытаться, да, вот. Почему пытаться? Уже были серии ударов у канатов. Вот Очень хороший внимательно, удар. передней рукой достает часто. Снова вблизи. Мне вот подсказывают, что чем-то его стиль похож на стиль Александра Малетина. Очень плотно работает, постоянно висит на сопернике. Опять же, выражаясь боксерской терминологией, не дает ему дышать, не дает ему времени думать, не дает ему времени подготовить свою атаку, лишает его пространства. И это, конечно же, очень-очень эффективно вот в данном случае, потому что если позволить Аваку грамотно и спокойно работать на дистанции, то шансов у Григория не будет. Заканчивается первый раунд. Мое мнение, что Григорий Лизуненко был чуть эффективнее, смотрелся чуть лучше, ну и, соответственно, выиграл первый раунд. Прямо раз ушел и тут же достал. Чуть нож не Представляете, сюда. спортивное Ничего общество лишнего. «Динамарк». Счет воям не ведет. А? Вот это, Является конечно, попал, и призером он теряется. чемпионата России Когда ты глубокий, 2017 года. но потом прыгаешь. Не надо. Под руководством Юрия Васильева, Филарита Хабидуллина и Рустама. Ну и видим, Первый тренер Александр Смирнов. действия спортсменов в минувшем раунде. Вот мы видим, дотягивается здорово левой рукой, потом серия еще продолжает работать. Григорий. Большой плюс его в том, что он не выбрасывает и не заряжается на один удар, а сразу же после первого удара он наносит еще серию ударов. Второй раунд. То есть не отпускает у канатов и очень эффективно работает на средней и ближней дистанции. Вот отличные удары проходят. Если обратить внимание, да, то Григорий сталкивает Авака постоянно, то есть с центра ринга, и свои атаки. Вот здесь он проводит защитные действия, да, и как только Авак у нас отходит от центра, он начинает уже наносить свои атаки с таких более легких ударов и уже продолжая вкладываться удары там в последующих сериях. Очень плотно перекрыт, хороший блок у него. Вот она, хорошая серия. И продолжает, да, Григорий работать в том же стиле, что и в первом раунде. Да, ну опять же здесь работать на дистанции Григорию бесполезно, он это прекрасно понимает. И думаю, что практически каждый бой проходит в такой манере. Очень и очень редко, когда у него бывают соперники ниже его ростом. Ну а что мы можем сказать насчет вот Авака, да, что ему стоит ли вообще менять в плане работы на дистанции, может раньше ловить, останавливать на ранней стадии или как быть Аваку? Ну, опять же, я думаю, что задача Авака — это держать на передней руке его, держать, встречать. Как только Григорий на него бросается, останавливать его и чаще это делать ударом снизу, потому что у него довольно невысокий рост. Встречать, тут же закручивать, ну и цепляться, соответственно, к Григорию. Пока я вижу, что у Авака не получается удержать его на передней руке, Григорий его постоянно сталкивает, постоянно висит на нем и не дает ему дышать, не дает ему возможности думать, там, готовить свои атаки. И вот эти многоударные серии, они очень хорошо проходят. Первыми легкими ударами он сталкивает Авака канатом и уже продолжает наносить вот здесь вот акценты очень хорошие. Аваку ничего не остается, как вязать, клинчевать Григория, но тут же вмешивается рефери.
И снова все по тому же сценарию происходит. Тут очень активно он работает корпусом. И хороший блок. Завершается второй раунд. А, в синем углу ринга готовится к продолжению. Я думаю, он только закрепил свое преимущество. Боксер 92-го года рождения. Боксом занимается 18 лет. Слушаем, что он Мастер спорта международного класса. Да, ну что, ну ты вот поиграй, заставь их 376 поиграть. поединков, 300 Давай категориях, работать от обороны. одержал Оп-оп-оп-оп. Является чемпионом Московской Атаку выиграл. области. Зачем Чемпион тут же международного бросаться турнира сейчас? класса А по Ну, от Михаилу рационального Махамову. сейчас, слышишь, да? Тренируется под Там руководством вторая, третья, Колесникова, сейчас она не против. Каратяна и Калайджана. Первый тренер Вот лучшие Артур моменты Кузлян. второго раунда. Мы видим, как Григорий достает жестким боковым ударом с передней руки. Ну что ж, финальный третий раунд. Григорий наносит акцент по животу. Тут же подключает переднюю руку, удар сбоку. Серия ударов. Вот мы сейчас видим, Авак так плотно встал на ногах в центре ринга. И у него довольно неплохо получается пока встречать. Отлично проходит несколько ударов. Спортсмен из синего угла. Уже не так, да, получается у Григория столкнуть, да, вот канатом. Ну, в углу ему сказали, ты попробуй поработать от обороны, и не сталкивая, да, то есть такой чуть более рациональный вариант, в котором меньшая вероятность получить, например, у Григория травму, да, то есть они видят, что 2 раунда они ведут, и третий раунд просто нужно рационально, спокойно боксировать, ведь завтра у них будет бой за выход в полуфинал, то есть, наверное, хотят подойти, так скажем, в наилучшей форме к этому бою. Хотя и здесь до конца ничего не понятно, но опять же, скорее всего, уверен в победе в предыдущих 2 раундах. Здесь вот Григорий несколько ударов на блок принял. Здесь. Ну и как интересно, Авак будет действовать в заключительном раунде. Меньше минуты остается. Вот здесь, по-моему, третий раунд у Авака очень неплохо получается. Да, он встал поплотнее на ногах, перестал двигаться. Жестче встречает и все время находится в центре ринга, не давая себя столкнуть к канатам. Возможно, сказывается усталость какая-то, да, на спортсменах, потому что первые 2 раунда прошли в плотной борьбе. Вот видно, что возможно, что удары, вот так, ну, скажем, потеряли такую ударную мощь. Григорий нам показывает, что в принципе с функционалкой у него все в порядке, выбрасывает хорошую серию. Достает Авак. Бой окончен. Еще раз напомню, что в ринге были 2 мастера спорта международного класса с хорошим опытом соревнований на самом высоком уровне. Это и чемпионаты России, и чемпионаты Европы, международные турниры. Мне кажется, здесь все-таки победу одержал боксер из красного угла. Но сейчас посмотрим. Третий раунд выиграл, опять же, на мой взгляд, Авак Кузлян.
Ждем оглашения решения. Ринг А в этом бою. Победу одержал боксер красного угла. Григорий Боксер красного угла, но Финансийский все-таки автономный округ Югра. его преимущество в предыдущих двух раундах, оно было Да, заметно. уважаемые любители бокса, на принципе, наших это соревнованиях секунданты. присутствует четырехкратный чемпион России. Но третий раунд он немножко, так двукратный скажем, призер отдал, опять чемпионата же, мира, это по двукратный совету чемпион своих Европы, секундантов. золотой медалист Быть европейских чуть более игр рациональным, Баку, быть чуть более обладатель экономным, Кубка но, мира конечно же, 2008 года. в Чемпион следующем мира круге в Чикаго, уже очень Федерации опасно бокса Республики как-то Дагестан, экономить силы или что-то заслуженный в этом мастер спорта духе, России потому что- Альберт Селимов. Поприветствуем его. Так, да, мы остаемся на этом же ринге. У нас очень интересное противостояние. Уважаемые друзья, на наших соревнованиях Очень интересное присутствует противостояние между семикратный чемпион Карповым России, Жустину Рамиру и двукратный Богомазовым призер Константином. чемпионата мира, чемпион Вот мы мира видим в уже Будапеште, боксеры призер появились на Олимпийских ринге. игр в Сиднее, В красном углу заслуженный Жустино мастер спорта России Карпов Александр представляет Рязанскую область. Малетин. И Поприветствуем его его. соперник Константин Богомазов из Пермского края, мастер спорта международного класса. В предыдущем бою мы видели, как Жустину Рамиру прекрасно продемонстрировал работу на ногах, то есть какую-то даже свою какую-то самобытную технику такую показал, да, необычную, то есть постоянно передвигаясь, смещаясь, где-то опуская руки, да, то есть очень нестандартно, да, так скажем, не классическая школа. Ну а противостоит ему в этом бою Богомазов Константин, спортсмен, который долгое время, то есть родился и долгое время боксировал за Приморский край. Это, если не ошибаюсь, уроженец города Владивосток. После окончания учебы он уехал в Москву и продолжительное время тренировался под руководством Олега Владимировича Меньшикова. Что касается чемпионатов России, Константин Богомазов в 2006 году доходил до финала. В 2016 году он выходил в финал, в 2014 году он был призером, он является мастером спорта международного класса, а также он участник всемирных европейских игр, победитель многих международных турниров. Но опять же, долгое время он уже находится в сборной, это один из сильнейших спортсменов этого веса. Здесь опять же у нас такое будет противостояние. Мы видим, что Жустину намного выше, размах его рук больше, соответственно, он будет стремиться работать на дистанцию. Ну а Константину ничего не остается, как Идти вперед. идти вперед, сближаться, но опять же, или все-таки за счет оппозиционной работы, за счет финтов раздергивать Жустину, заставлять ошибаться и самому встречать и контратаковать его. Но пока мы видим, что Константин все-таки работает по первому варианту, то есть он старается поджимать Жустину канатом, сталкивает его. И здесь уже, когда у Жустину не остается пространства за спиной, наносит силовые удары и серии из силовых ударов. Ну, интересно будет посмотреть, да, на работу ног, на Жустину. Ну, пока такой возможности у нас нет, потому что Константин, ну, на мой взгляд, полностью контролирует. Что еще нужно Константину, это постоянно работать по корпусу. Соперник выше, и достать до головы с первых же атак очень тяжело. Я думаю, что опять же он будет какое-то время атаковать по корпусу, пробивать, так скажем, приучать Жустину к тому, что он жестко бьет по корпусу. Плюс ко всему Константин у нас боксер левша, и для левши удары по корпусу это, так скажем, хлеб. Ну, вот пока получается у Константина его и раздергивать Жустину, и сталкивать канатом. Он здесь отлично встречает Жустину, но остается на линии атаки, и Константин отвечает серией ударов. Бросает такой размашистый удар справа Жустину, который достигает цели.
Раунд окончен. Ринг А в красном углу ринга готовится к продолжению боя. Рамир Ну и сейчас у нас будет возможность боксер 91-го года послушать, рождения, что боксом говорят занимается секунданты. 12 лет, мастер спорта России. Счет боя не ведет. Тренер не работает раз, не чувствует. Правильно стреляет? Не чувствует. Амир, ты раскидай ее, она у тебя не правый конь из головы начинает с живота. Прямую с живота, понятно? Или вы заканчиваете? Он откровенно идет. Ты стреляешь. Сидорина и Степанова. Первый тренер Хороший Сидорина. встречный удар на сайдстепе. Секунданты Жестину Рамиру просят от него растаскать Константина, растаскать его на ногах, раздергать, заставить его бросаться. Ну и, соответственно, пользоваться этим и встречать Константина, крутить, заканчивать постоянно выходом на переднюю руку. Второй раунд. Посмотрим, что получится у Жестину во втором раунде. Константин по корпусу работал в предыдущей атаке. Удар дошел. Вот тут Жестину тоже. Ох ты, Здорово. пропускает удар. Жесткий акцентированный удар в голову. Жестин уходит из канатов с ударом на сайдстепе. Не получается пока у Жестина держать его на передней руке. И он принимает бой на средней дистанции. Вот пытается снова выйти на переднюю руку. Мне кажется, ему и стоит продолжать в этом же духе. Но ни в коем случае не рубиться на ближней и средней дистанции. Вот мы видим, Константин не вкладывается удар, он пытается раскрыть защиту Жестину более легкими ударами, чередуя удары по корпусу и голове. Неплохо получилось у Жестину достать Константин. Еще один удар проходит. Но тут же Константин все возвращает в ответ. Не удается, да, Жестину действительно держать дистанцию. Константин. Более того, я сейчас смотрю Жестину в центре ринга, и как бы он совсем перестал использовать работу ног. Возможно, это связано с какой-то, может быть, усталостью. Очень плотно стоит на ногах, хочет бить жестче. Пока, мне кажется, он все-таки проигрывает вот как раз-таки на средней дистанции. Завершается второй раунд. Завершается второй раунд. Еще, оказывается, 10 секунд. И еще раз повторю, что это не очень удобно, когда бои идут на двух рингах. Пропускать встречный удар Жестину. Раунд закончен. Теперь уже, да. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Константин Богомазов, Пермский край, город Пермь. Боксер 91-го года Мы послушаем рождения, секундантов. занимается 10 лет. Константин Мастер спорта полон сил. международного класса. Представляет вооруженные силы. На ринге провел 300 поединков в 250 боях, одержал победу. Является чемпионом вооруженных сил России в Ты должен Рязани. идти, блядь, стрелять. Тренируется под руководством Михаила Там, Кондрякова. ты не Первый бьешь, ты тренер бьешь. А Игорь почему переднюю руку не Петушкин. подносишь? Один удар оставь. Один удар. Вот удар. Слушай, ты удара. 3 удара. Раз. Но просят секунданты не заряжаться и не наносить один акцентированный удар. Секунданты. Выбрасывать больше ударов.
Третий Ну, раунд. посмотрим, что будет в третьем раунде. Он уже у нас стартовал. Константину, кстати, вот секунданты посоветовали не рубиться, а подвигаться на ногах и вытянуть на себя как раз-таки Жустину. Вот посмотрим, они поменялись ролями, как я говорил вчера, да, Константин у нас такой универсальный боксер. И я видел, как он может идти вперед и такую жесткую рубку закатывать своим соперникам, да, побеждая. И видел также, как он очень хорошо двигается на ногах, дурит своих соперников, очень хорошо работает на контратаках. Жустину я пока вот все-таки не видел, что он очень разнообразный, да, вперед у него пока не очень получается идти, да, то есть он больше все-таки боксер контратакующего стиля, который работает вторым номером, смещаясь на ногах, то есть активно работая на ногах. Но вот сейчас посмотрим. У Жустина есть такая возможность, он пошел вперед. Возможно, конечно, он понимает, что первые два раунда он уступил, и сейчас возможность победить — это тотальное преимущество в третьем раунде. Ну и, скорее всего, это нокдаун или, возможно, даже нокаут. На него он рассчитывает, потому что если предыдущие два раунда он проиграл, то в третьем раунде победу будет одержать очень тяжело. Ну и чтобы что-нибудь допридумать, да, есть чуть больше минуты у Жустину. Удары по корпусу. В этом бою победу одержал бойцом красного угла. Ну, конечно, у Жустину идти вперед получается не так мастерски, как работать на отходах, чем и пользуется Константин. То есть ловит его в каких-то моментах, когда Жустину атакует, открывается. Ну вот, например, у нас Константин здорово шел вперед, да, и насколько вот трудно бывает удержать таких боксеров, как Константин, на передней руке. Но опять же, это все зависит от того, кто пытается удержать, и все многое будет зависеть от того, как идет соперник, да, то есть когда соперник безголово на тебя летит, наверное, мне кажется, это чуть проще, да. Плюс все зависит многое будет зависеть от твоего функционального состояния, да, то есть если, например, соперник, который пошел на тебя, не дышит, да, ну, то есть его хватит там, ну на раунд, может быть, на полтора, и потом ты будешь, то есть он сильно замедлится, и каждую его атаку будет видно. Ну или зависит от тебя, если ты не готов к бою, то держать такого мощного соперника будет очень и очень тяжело. Победу одержал Константин Богомазов. Константин Богомазов, Пермский край. Поздравляем Константина. Уважаемые друзья, сегодня у тренеров Ткаченко Евгения Александровича из Да, Константин. В четвертьфинале мы увидим его противостояние против Григория Лизуненко, и мне кажется, это будет очень интересный бой за выход в полуфинал. Поздравить с днем рождения, пожелать крепкого здоровья и успехов И в вашему работе. вниманию предлагаются лучшие моменты третьего раунда. Пятый бой, ринг А. Прошедшего Рефери поединка. Судья международной категории Александр Корчакин, город Рязань. В красном углу ринга Алексей Мазур, Санкт-Петербург. В синем углу ринга Алексей Климцев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Весовая категория до 64. Так, ну а мы переходим на ринг Б. Весовая категория до 75 килограмм. Где боксирует Хамуков Петр, представляющий Санкт-Петербург, против Муратова Дмитрия с Псковской области.
Хамуков Петр – это один из лидеров нашей сборной, участник Олимпийских игр, участник чемпионата мира. На Олимпийских играх он участвовал в весовой категории до 81 килограмма, хотя мы, конечно, видим, что он и в 75 не самый высокий. Также Петр Хамуков в 2016 году шел в рейтинге под номером 1 по всемирной боксерской серии, где боксеры выступают, так скажем, без футболок и где проводят бои с регламентом 5 раундов по 3 минуты. То есть это такая была попытка Всемирной боксерской организации ввести новую лигу, где проходят бои стенка на стенку, и победитель определяется по сумме побед команды. Где Петр уверенно, то есть не проиграв ни одного поединка, где Петр уверенно шел под первым номером в рейтинге и получил лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 75 килограмм. Но Федерация бокса России приняла решение, что в этом весе поедет другой спортсмен. Тогда же Петр Хамуков выиграл лицензию на турнире, если не ошибаюсь, в Азербайджане в 81 килограмм, в весовой категории до 81 килограмма, и уже уехал в Рио-де-Жанейро в следующей весовой категории. То есть он поднялся намеренно, чтобы выступить на Олимпийских играх. Но, к сожалению, там он в первом бою потерпел поражение. Долгое время Петр отсутствовал на каких-то больших и крупных соревнованиях. И вот снова мы его видим на чемпионате России. Такой размашистый. Да, где-то находи тогда печень. Джеб, печень бит. Хорошо? Мастер спорта. Короче, когда чтобы он не уклонялся, короче. И вот хорошо, когда чуть-чуть пробавишь, немножко сам накати. А так, вот когда в дистанцию входишь, такие легкие удары. Набрасывай. Но вот левый сдвоенный, чтобы он не контратаковал после одиночного. Ну, по-моему, все правильно. Ну так там поднимай, да, уже. Установка для Петра Хамукова: бить чаще по животу, бить по печени, потому что соперник у него выше, да, то есть обязательно приучить его к ударам по корпусу, по животу. А его сопернику Муратову Дмитрию советуют на выходе выбрасывать легкие удары, но и не забывать про жесткие удары в контратаках. Снова передней рукой джеб в корпус. Петр отлично чувствует дистанцию. Еще один джеб проходит. Вот здесь он пропускает с правой руки. Снова удар по животу проходит у Дмитрия. Такая отличный удар сбоку. Идет оппозиционная борьба. Вот как раз таки Петр исполнил то, о чем его просили. Левой в голову уклон и левый удар по печени. Отдает инициативу. Передний на переднюю встречает. Так, остановка. Ага, я вижу, он получил небольшое рассечение. Муратов Дмитрий. Врач разрешает продолжить бой. Активно работают боксеры, идет хороший такой обмен. Еще раз он проводит левой в голову, уклон левой по корпусу, в область печени. Боковой хороший проходит тем временем.
Но в целом спортсмены с переменным успехом действуют, да? Но вот я вижу над левым глазом у Дмитрия открывается кровотечение, сечка, да? И, я думаю, что еще целых 30 секунд боксирует. Мне кажется, все-таки остановит бой и снова будет зависеть от врача, продолжит ли он бой или нет. Секунд остается. Завершается второй раунд. Очень интересный бой, очень конкурентный. Не все так однозначно, да? Боксер 89-го возможно, думаю, занимается 16 что все-таки был простой, да, в боксерской карьере Хамукова. И, конечно же, возвращаться после такого продолжительного перерыва всегда непросто. Вот мы видим рассечение, ему замазывают вазелином. Рассечение довольно большое, но я надеюсь, что оно никак не повлияет на исход боя, потому что бой очень конкурентный, и будет, конечно же, обидно, если из-за рассечения, из-за травмы спортсмен лишится победы. Да, безусловно. Но очень-очень хороший бой. Местами Хамуков Третий раунд. полностью захватывает инициативу. Ну и в каких-то моментах то же самое делает Дмитрий. И третий раунд, по итогам которого определится победитель этой встречи. Ну, скажем, не по итогам третьего раунда, да, но который будет большое значение иметь. И те судьи, которые еще, у которых еще есть сомнения, они должны будут определиться, да, кто же все-таки побеждает. Дмитрий пока установку своих секундантов выполняет. Из дистанции он такие легкие, быстрые удары выкидывает. Где-то за этими легкими ударами он скрывает свой акцентированный удар. Петр также выполняет установку и продолжает бомбить с передней руки по печени. Обоюдоострая такая у нас борьба идет в третьем раунде. Он где-то натыкается на встречные удары. Но инициативу в третьем раунде, я думаю, инициатива на стороне боксера из красного угла Хамукова Петра. Я вижу, что и у него открылось рассечение над глазом. Удар по корпусу, джеб. Ставит таким длинным джебом. Последние 10 секунд этого поединка. И завершается. Бой окончен. Я думаю, оба спортсмена
довольно проведенным боем. Просто рви. Мне кажется, каждый из них сейчас считает, что победа на его стороне. Но посмотрим. Настроение у обоих спортсменов хорошее. Ждем оглашения судейского решения. Итак, решение судей. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Петр Хомуков, город Санкт-Петербург. Да, все-таки победу одержал в этом поединке Петр Рефери Хомуков, шестого представитель боя. Санкт-Петербурга. Судья Принимает он международной поздравления. категории Игорь Бещук, Ну и как раз сейчас город Челябинск. должен. Да, Сейчас, да, будет выявляться, да, соперник по... да, как раз таки сейчас определится соперник его по четвертьфиналу. Я напомню, что в ринг выходит Якубов Зубер, представляющий Дагестан, и Представляем Коптяков боксера Максим. красного Коптяков угла Максим Зубер Якубов. — это один из Дагестан. самых Синему углу Максим опытных Коптяков, город спортсменов, входящих в состав нашей сборной. Это заслуженный мастер спорта. Это чемпион Европы 2008 года. Совсем недавно он принял участие в матчевой встрече против команды Кубы, но, к сожалению, потерпел поражение. Больше 10 лет он в сборной. Впервые он выступил в 2007 году. Первая его Россия среди взрослых была в 2007 году. И тогда он занял 3-е место в весовой категории до 69 килограмм. 11 лет с тех пор он в сборной. Сейчас он представляет Севастополь. И очередная его попытка штурмует пьедестал вновь и вновь. Пока это у него получается довольно успешно. Первый бой он провел очень хорошо, но посмотрим, что нас ждет сегодня. Как я уже отмечал, да, у него очень хорошая, быстрая передняя рука. Он может ей нанести и сильный удар, а вот своей правой рукой, сильнейшей рукой, он бьет только наверняка. То есть никаких лишних движений. Практически весь бой в прошлом он провел передней рукой. И вот посмотрим, что он покажет нам сегодня. Его соперник Якубов Зубер. Это спортсмен из Дагестана. Он Мастер спорта. Он мастер спорта, спортсмен 97-го года рождения. 97-го года рождения. Боксом занимается 5 лет. К сравнению, Максим занимается боксом 21 год. То есть Максим в 5 раз дольше занимается боксом, чем его соперник. Но пока все это не имеет никакого значения. А значение имеет только то, что происходит именно сейчас в ринге. Еще один факт такой. Максим занимается боксом столько же лет, сколько и, в общем-то, живет Зубер. Он спортсмен 97-го года рождения. И Вот получается, так, что да. Максим занимается боксом 21 год, а Зуберу как раз-таки сейчас и должно исполниться 21 год. Да. Вот очень хорошо он встречает. Сейчас с правой с шагом назад. Хорошая передняя рука у Максима, еще раз отмечу это. Зубер пока... пропускает удар с правой. Тут же цепляется за соперника, и вот они вдвоем падают. Пока столкнуть у Зубера не получается Максима, да. Более того, каждый раз, когда он бросается, он нарывается на такой жесткий встречный удар. Да, действительно, левой передней он держит, да, вот дистанцию. И всегда готова правая, да, ударная рука в любой момент вылететь. Дает рефери предупреждение за опасное движение головой, которое может привести к
травме. Закончен первый раунд, но Ринг Б. пока небольшое, еще небольшое преимущество на стороне боксера из синего угла, представляющего город Севастополь, Коптякова Максима. Послушаем, что скажет ему. Сюда смотри, что ты делаешь, Дрин? Эй, ты от него отходить не должен. Ты все время давить, бить должен. Если ты боксируешь, ему же выгодно на дистанции. Ну, в принципе, то, о чем мы и говорили, секунданты Якубова Зубера говорят ему, что не стоит боксировать на дистанции и не нужно чего-то там выжидать. Надо идти вперед. Да? Нужно идти вперед, потому что на дистанции ничего у тебя не получится, и уж точно не получится тебе одержать победу. Нужно идти вперед, нужно сокращать дистанцию, нужно навязать более силовой бокс. Максиму может быть даже где-то более грязный бокс. Ну а что Максиму просто сказали, что все отлично, короткий шаг назад, далеко не уходи и тут же цепляйся, то есть тут же контратакуй, и все будет отлично. То есть не нужно ничего менять, все и так в принципе неплохо, и продолжай делать то, что ты делаешь. Меньше работает Зубер. Отличный апперкот проходит. 2 раза акцентированно пробил Максим. Но вот вблизи, как раз таки на той дистанции, где Зуберу следует поработать, Максим так грамотно засушил его атаку. Отлично ушел и тут же нанес хороший удар по корпусу. Вот мы видим, да, Максим совсем чуть-чуть смещается, и удары Зубера проходят так близко, что кажется вот-вот и он достанет. Но удары не достают до цели, а он в них очень хорошо так вкладывается. И думаю, что это немало сил у него отнимает. Ну, в этом и заключается мастерство боксера, спортсмена. Действовать ровно настолько, сколько это требует ситуации. То есть уходить настолько, чтобы удар не достал до цели, и ты мог своевременно контратаковать максимально быстро. Плюс все эти такие короткие движения, такие короткие уходы, они очень сильно экономят твою энергию. То есть чем меньше амплитуда, тем больше сил у тебя остается. То есть меньше энергозатраты. А вблизи еще раз я вижу, что Максим не дает отработать Зуберу. Хорошая передняя рука. Вот здесь такой прием, который очень часто использует Василий Ломаченко, да, просто закручивая на передней ноге, смещаясь с линии атаки, и соперник просто пролетает по прямой в пустоту. Уходит он. Такая отличная защита. Да, здорово выходит с линии атаки. Виден, да, сразу опыт спортсмена. Мы уже говорили на протяжении более 20 лет, а если быть точнее 21 год, уже боксирует Максим Коптяков. Ну и сейчас давайте послушаем секундантов. Не можешь подобраться, стоишь, задний кидаешь, один удар. Зубер, что ты делал? Смотри сюда. Раз-два добавь. Раз-два не прошел, раз-два достань. Сюда смотри, последний раунд. Не надо не бороться, ничего, боксируй. Тык здесь, тык здесь. Не надо сейчас ничего. Стоит он, тык сам от него. Пробил, сместился. Что-то подавился. Ну ничего нового, в принципе, все то же самое. Зубер, не стой, не надо кидать свой один жесткий удар.
потому что не получается у тебя одним ударом достать до цели. Раз-два, тут же добавляешь еще раз-два. Но Максиму советует то же самое, что и в предыдущем раунде. Нанести удар, сместиться с линии атаки. Нанести удар, сместиться с линии атаки. И просит его не обострять бой, потому что он и так ведет. Соперник полетит. Для соперника это единственный шанс. Вот третий раунд нанести жесткий акцентированный удар и закончить бой досрочно. Потому что других вариантов нет. Тебе не стоит обострять. Но вот здесь мы видим, Зубер так очень агрессивно себя повел. Нанес удар после команды стоп. То же самое сделал Максим. Они не остановились по команде рефери. Но в данном случае хотя бы у Зубера получилось зайти на ту дистанцию и отработать то, о чем мы его просили, да? Удар, еще удар. Передняя рука. Быстро выбрасывает Максим легкие быстрые удары. Стоп! 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 Получилось встретить, да, на переднюю руку. И тут же попытался добить, да, развить свой успех. Но снова вблизи, снова клинч. Отлично уходит. И сушит атаку Зубера на средней дистанции. Я слышу, секунданты просят бить ниже, да? Да, бить ниже, потому что раз за разом удар проходит над головой Зубера. Напряженный такой третий раунд получается. Вот здесь снова сайдстеп, снова удар по корпусу. Ну и вблизи снова клинч. Я думаю, Максиму стоит быть чуть аккуратнее, потому что, как я в прошлый раз и говорил, большая вероятность есть того, что вблизи можно получить рассечение. И что, конечно же, может отразиться на следующем его поединке. Зубер понимает, что ему нужно заканчивать бой досрочно, летит с сильными ударами, но, к сожалению, столь опытного соперника очень тяжело достать такими ударами. Бой окончен. Мы дожидаемся оглашения судейского решения, но мне кажется, победу в этом бою одержал боксер из синего угла. Сейчас мы просто дождемся. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер синего угла Максим Коптяков, город Севастополь. Максим Коптяков, представитель Севастополя, побеждает в этом поединке и выходит в четвертьфинал, где встретится с Петром Хамуковым. Вот это будет очень интересное противостояние. Я знаю, что они уже не один раз встречались. И, по-моему, у них было несколько побед у Максима. И точно была победа у Хамукова Петра. Но каждый раз, каждая новая встреча, она не имеет значения то, что было до этого. Каждая новая встреча — это каждый раз новый бой. И все решается именно в этих трех раундах. Посмотрим. Но в любом случае нас ждет интересный четвертьфинал. И не только один, а несколько боев,
которые пройдут в этой весовой категории. Ну, а сейчас на ринге следующая пара у нас в красном углу Влад Миранчуков, представляющий Москву, и Мурат Рамазанов из Санкт-Петербурга. Владимир Миранчуков, 98-го года рождения, мастер спорта. Он у нас в красной форме. 98-го года рождения, боксом занимается 8 лет. Его соперник Мурат Рамазанов будет постарше, на 4 года старше. Ему 24 года, также является мастером спорта. Из достижений в этом году, он финалист чемпионата Министерства внутренних дел. Также является чемпионом Санкт-Петербурга по боксу. Боксом занимается, кстати, тоже 8 лет. Это у нас предпоследняя пара в вечерней программе. Может, кто по каким либо причинам пропустил утреннюю программу, еще не в курсе. В рамках утренней программы у нас были выявлены все полуфиналисты весовой категории до 49 килограммов, где у нас сегодня в рамках этих соревнований, в которых вышли сразу 2 боксера. Василий Егоров одержал победу над Шамилем Котлубаевым из Татарстана и вышел в полуфинал, где встретится с мастером спорта международного класса Артыш Саяном из Новосибирской области, который в свою очередь победил Володю Нацаканяна из Московской области. В другом полуфинале встретится Эдмонд Худаян из Челябинской области и Батор Сагалуев, который одержал победу в четвертьфинале над капитаном нашей команды Борисом Сидоровым. Ну и, конечно, в вечерней программе, напоминаем вам, дорогие друзья, о том, что Роман Абутов одержал победу над Тамерланом Казиевым из Саратовской области и в финале сразится с Глебом Бакши, который представляет Севастополь, с одним из лидеров нашей сборной. Поэтому, думаю, будет очень интересно. Хотелось бы пригласить болельщиков сюда, в Центр спортивной подготовки «Триумф», поддержать всех наших ребят, потому что для них, я думаю, это будет очень хороший стимул, хороший повод проявить себя перед собравшимися зрителями. Ну и в любом случае поддержка никогда не будет лишней. Родные стены должны помогать. Плюс ко всему вы увидите ряд очень интересных и захватывающих боев. Это выход в полуфинал чемпионата России. И борьба здесь будет самая серьезная. Остались только сильнейшие спортсмены. И на самом чемпионате России лишних ребят не бывает, то есть случайных людей, то есть которые попали сюда случайно. То есть все из этих ребят прошли отборы. Это победители своих федеральных округов, это победители ведомственных соревнований, на которых участвуют спортсмены со всей России. И это прошлогодний победитель, чемпионы и призеры чемпионата России. Поэтому и так здесь конкуренция очень высокая, но за выход в полуфинал они прошли еще одно сито и остались лучшие из лучших. Очень высока цена. Это попадание в состав сборной России. Тем более, что первые номера — это ребята, которые поедут на чемпионат Европы. Поэтому приходите поддержать. Мы ждем вас, ждем полные трибуны завтра. Да, действительно, с каждым днем наш чемпионат становится все интереснее. И, как мы знаем, Василий, завтра у нас останется один ринг на арене. Поэтому смотреть будет удобнее, то есть не надо будет фокусироваться на 2 ринга, то есть один ринг. И сколько у нас завтра? 32 пары, 32 пары. 16 пар в утренней программе с 12 до 3 и 16 боев в вечерней программе с 17:00 до 8 вечера. Все это закончится. Действительно, 2 ринга, просто
в связи с тем, что очень много боев, очень много участников, практически 300 человек участвуют, а по регламенту Всемирной боксерской ассоциации в день на соревнованиях не может проходить более 40 боев. То есть делят на 2 программы, чтобы успеть провести соревнования хотя бы в неделю, вместиться в этот регламент. Ставят 2 ринга. Но, конечно же, для болельщиков, может быть, для самих спортсменов это не всегда удобно. То есть не всегда удобно смотреть на одном ринге. Тем более бывает так, что 2 интересных боя проходят на 2 рингах одновременно. Да, поэтому, дорогие друзья, всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф». И также призываем вас смотреть наши прямые трансляции. Мы ведем прямой эфир ежедневно и показываем как утреннюю, так и вечернюю программу. Я бы просто хотел еще напомнить, что вход до пятницы, то есть на все предварительные бои свободны. Уже с полуфинала и финальные бои нужно будет приобретать билеты. Да. Ну что ж, тем временем у нас Миранчуков Владимир из Москвы и Мурат Рамазанов из Санкт-Петербурга продолжают оспаривать право выхода в полуфинал. Видим, очень активная у нас, да, борьба идет. Да, тут с переменным успехом Миранчуков Влад старается удержать соперника на дистанции. Да, тут мы видим, здесь он уходит на сайдстеп, работает так с дистанции, наносит жесткие двухударные серии. Ну а Рамазанов Мурат, он идет вперед, качается и старается навязать бокс на средней и ближней дистанции. Закончит 2-й раунд. Давайте послушаем, что скажут секунданты. Боксер 1994 года рождения, боксом занимается 8 лет. Мастер спорта России. Дыши. Воду. Счет боям Если он долго не начинает, сам начинает, понял? И ногу туда не бей. 2 удара, 3. Не одним ударом, на нем. Но сходи с ударом в него. Ходи с ударом, с ударом ходи. И цепляйся за него. Ну что ж, боксеру из красного угла Миранчукову Владу секунданты рекомендуют не пережидать. И если вдруг Рамазанов Мурат не ведет никаких активных действий, то самому где-то начинать, то есть атаковать его. И не рекомендует ему очень много бить, там, серии выбрасывать. Бить 2 удара, это максимум. Но бить жестко и акцентированно. Мурата же просят врезаться в соперников и продолжать развивать атаки, не забывая про удары по животу. Ну что ж, заключительный раунд в этом поединке. У обоих боксеров есть возможность улучшить, да, свои шансы. Но пока Влад четко выполняет установку, выбрасывает двухударную серию и тут же смещается с линии атаки, пытаясь встретить своего соперника, так подловить на сайдстепе. Вблизи он старается завязать, заклинчевать Мурата, ну и не дать ему отработать в полной мере на средней дистанции. Удар, снова он сверху, снова Мурату приходится начинать атаку, снова приходится подходить, сокращать дистанцию. Ну а Влад пока все делает грамотно, он не стоит на одном месте и четко контролирует дистанцию передней рукой. Закрутил, не бежит вперед, он стоит в центре ринга, как бы, в принципе, его такой расклад устраивает. Мурат же у нас бросается с центра ринга, он не готовит, не сталкивает, пытается так, ну, грубо выражаясь, просто сломать своего соперника. То есть за счет жестких ударов, но
если, скажем, с кем-то такое проходит, то здесь Влад грамотно с этим справляется. То есть где нужно, он подвязал, завязал немножко руки, но делает, опять же, это не так очевидно. То есть он не просто его обхватывает и держит, да, а так очень грамотно, сближаясь с ним, лишая его возможности для сильных ударов. Снова включает переднюю руку, снова крутит. И раз за разом гасит атаки Мурада. Вот здесь очень хорошо получается встретить у Мурада. Здесь встречает отлично Влад, но рука Мурада на месте, и поэтому удар приходится по перчатке. Есть такой обмен вблизи. Бой окончен, и я вижу, спортсмена с красного угла доволен боем. Да, третий раунд, мне кажется, он где-то чуть-чуть отдал инициативу, но в принципе ничего серьезного, что нанесло бы ему урон, он не дал сделать. Скажем так, третий раунд он намеренно, возможно, отдал. Но в предыдущих двух раундах у него было небольшое преимущество. Посмотрим, как оценили этот бой судьи. Итак, оглашение решения. Победу одержал боксер красного угла Владимир Да. Мирончиков, В принципе, все, что город Москва. Владимир Мирончиков, представитель Москвы, выходит в полуфинал. в четвертьфинал. В четвертьфинал, да, извините. И его соперник будет выявлен в следующем поединке. А в следующем поединке у нас встречается Гринько Дмитрий, представляющий Хабаровский край. То есть это спортсмен, представляющий Дальневосточный федеральный округ. Выходит против Хатаева Шамиля, представляющего Чеченскую республику. Напомню, что Хатаев Шамиль — это до сегодняшнего момента это номер один. Дмитрий Гринько Шамиль стал чемпионом прошлогоднего чемпионата России, который проходил в городе Грозном. Тогда дома, в родных стенах, он смог добиться победы. Ну и сейчас ему приходится защищать свое звание, делать это уже в Якутске. Конечно же, мне кажется, что это намного сложнее, да, как мы сами знаем все, что Защитить титул всегда сложнее, потому что очень многие уже готовятся к тебе. И если, скажем, ты впервые попадаешь на чемпионат, и тебе еще никто ничего не знает, то в статусе чемпиона каждый из соперников будет под тебя готовиться. Каждый из соперников будет на тренировках отрабатывать технико-тактические действия против того, кто является на данный момент лидером. Поэтому думаю, что Шамиль должен быть вдвойне готов защитить свой титул и должен делать это очень и очень убедительно, потому что требования всегда такие еще более жесткие становятся к чемпиону, чем к тому, кто, ну, скажем так, еще не добивался таких высоких результатов. Ну а что касается вот соперника, да, Шамиля, Дмитрий Гриньков, представляющий Хабаровский край, ему 20 лет, является мастером спорта. Боксом занимается 9 лет. 9 лет. На Дальнем Востоке он одержал несколько очень красивых побед, очень убедительных. Также на Дальнем Востоке он боксировал с нашим Романом Обутовым, да, и одержал победу, но бой такой был очень спорный, и победу можно было отдавать как в одну сторону, так и в другую. К сожалению, тогда победу завоевал Дмитрий Гриньков. Но вот сейчас посмотрим, ему противостоит чемпион России 2017 года, и пока он действует очень и очень достойно, да.
То есть, ну, практически ни в чем не уступает. Мы видим оба спортсмена. Мы видим оба спортсмена, им присуща такая тактика ведения более силового бокса, да, то есть бокс на средней и ближней дистанции. То есть они очень плотно перекрыты, практически не перемещаются на ногах, стараются столкнуть вдвоем, то есть обоюдная такая у них идет обоюдная работа. То есть сейчас как раз таки в первом раунде и будет решаться, да, ну то есть кто из них кого сможет столкнуть. Я вижу, что вот имам очень-очень так грамотно работает корпусом, да. Раунд закончен. В концовке раунда Шамиль пропускает удар справа. В ринге Дмитрия секундирует Анатолий Лебедев, мастер спорта международного класса. Это один из, так скажем, постоянных соперников Георгия Балакшина. То есть еще в то время, когда Георгий только-только перешел во взрослый бокс, то есть они очень так плотно конкурировали. Ну и вот сегодня мы видим, Анатолий привозит команду к нам на чемпионат России. Уже в качестве тренера, да? Вот я вижу, что у имама так неплохо получается раскачивать корпусом, но вот показывает фрагменты, где пропускает удары, да? То есть какого-то такого тотального преимущества мы ни со стороны одного, ни со стороны другого пока не видим. То есть... Да, несмотря на юный, молодой возраст, да, по сравнению со своим соперником, Дмитрий неплохо смотрится. Если я не ошибаюсь, имам тоже у нас 97-го или... Ой, Шамиль, прошу прощения, Шамиль. Он также 90... Да, Шамиль 96-го года рождения, то есть... На 2 года старше. Всего лишь на 2 года старше, но уже в своем возрасте, да, он добился это серьезное звание, я считаю, выиграть чемпионат России, тем более в такой весовой категории. То есть если для легких весовых категорий 52, 49 или 56 ребята, которые вот-вот только переходят из юниоров во взрослый бокс, такое часто практикуется, потому что все-таки скоростные качества, они у молодых ребят чуть выше, да, и с возрастом они чуть теряются, да, то в таких весовых категориях, как 75, 81, этажи, не так часто бывает, что молодые ребята, перейдя из юниоров в взрослый бокс, так сразу могут выиграть чемпионат России. Но опять же, я напомню, что Шамиль завоевал победу на домашнем чемпионате, где, так скажем, и родные стены помогают. Также у Шамиля есть брат Имам, который на прошлогоднем чемпионате стал вторым в весовой категории до 81 килограмма. Оба брата боксируют здесь. Сегодня, если я не ошибаюсь, Имам Хатаев уже вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Меньше минуты остается тем временем боксировать во втором раунде этого поединка. Вот такой хороший обмен. Правой на правую. Неплохо получается у Влада уходить. У Дмитрия уходить от удара, да? Но мы видим, имам полностью захватил инициативу, сталкивает соперника, то есть получается у него столкнуть
Хотя, конечно же, это не главный критерий победы, да, то есть еще раз напомню, что самое главное — это нанесение точных ударов, наносящих урон сопернику. Давайте послушаем, что скажут секунданты. Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 11 лет. Мастер спорта международного Левой класса. сбоку старайся выходить коротким. Левой Является сбоку коротким. чемпионом России 2017 года. Все хорошо, молодец, Шамиль, молодец. Шамиль, правый на правую не бей. Все равно через переднюю. Правый на правую у тебя случайно. Рискованно. Вот, передней рукой готовишь. Взял под руку, передняя, потом начинай. После передней руки. Но очень интересный бой, и, конечно же, до конца еще ничего не ясно. Секунданты просят Дмитрия на выходе кидать левый на оттяжки, но делать это чуть короче, чем он делает это обычно. Ну а Шамилю просят все продолжать в том же духе, также все действовать через переднюю руку и не бросаться на своего соперника. С правой на правой сказали, что все проходит, продолжай, но не забывай про переднюю руку. Итак, заключительный раунд. Вот здесь мы видим, Шамиль начинает работать серийно. Дмитрий уходит, и более того, у него даже получается где-то зацепить Шамиля таким хорошим встречным ударом. Так, у одного из спортсменов вылетела капа, и, по-моему, у Гринкова Дмитрия. Две минуты до конца раунда. Работа в клинче, звучит команда брейк. Шаг назад и... Шамиль идет вперед. Опустил руки. Очень хорошо работает корпусом. Опасное движение головой, по всей видимости, было. Боковой правый доходит. «30 секунд остается до конца этого поединка». Очень плотный раунд. Отличный конкурентный бой. Прошел удар по корпусу от Дмитрия Гринко. Тут же Шамиль отвечает ударом сбоку. И завершается поединок. И прямо сейчас мы узнаем имя победителя. Небольшое преимущество, мне кажется, у действующего чемпиона России было. Но отличный бой. Дмитрий проявил
характер, Ринг хорошую Б. В этом выдержку. бою победу одержал боксер синего угла Шамиль Хатаев, Чеченская республика. На этом Ринг Б заканчивает свою работу. Всем Да, спасибо. Шамиль Хатаев. Но нас ждет еще один интересный четвертьфинальный бой между Мирончиковым Владом и Хатаевым Шамилем. Да, ну и перед тем, как попрощаться, дорогие друзья, мы Посмотрим лучшие фрагменты заключительного боя весовой категории до 75 килограмм. Итак, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что завтра будем работать в таком же режиме. Получается, с 12 утренняя программа, она продлится до 3 часов дня. И вечером с 17:00 у нас уже будет вечерняя программа, как мы уже сказали. Завтра будет 32 пары и один ринг, дорогие друзья. Так что завтра мы не пропустим ни одной встречи. Так что следите за нашими трансляциями, любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Прощаемся со всеми. Встретимся завтра. Уважаемые друзья,